Здравствуйте, меня зовут Корякина Айна, я ученица 10 класса. Я занимаю во Дворце детского творчества студия «Сувениры». И тема моей исследовательской работы – изделия из лоскутного шитья Кабыктах-Теги. Издавна среди видов женского рукоделия национальное лоскутное шитье Кабыктах-Теги занимает особое место. Оно дает возможность воплотить в реальность творческую фантазию, создать его неповторимый образ изделия. Актуальность темы. Каждый учащийся должен знать национальные традиции, культурное наследие своих предков и их историю, уметь развивать полученные знания и умения на практике в обыденной жизни, владеть разными технологиями изготовления изделий в современных условиях жизни. Цель работы – ознакомиться с традиционной техникой шитья. Гипотеза. Ручная работа имеет большую ценность и значимость. Изделия, сделанные собственными руками, становятся не только эксклюзивом, но и доступным в выполнении для всех. Собрав немного информации, я посетила музей, в котором мое внимание привлекло незнакомое для меня интересное изделие – огнивица, которое использовалось в XVIII веке в Усьманском улусе. Огнивица – это сумка-кармаш для хранения и ношения огнива. Этапы работы. Для изготовления сумки огнивицы мною были использованы следующие материалы – сукно из 5 цветов, конские волосы, равдуга. Сначала я изготовила выкройки из наружного чехла, раскрыла заготовки, шила методом трехслойного прошивки с вставкой тонкой полоски из сукна. Изготовила внутренние сумки из равдуги и шила двойным конским волосом. Готовые изделия. Вторым образцом для дальнейшего изучения данной темы послужила огнивица, которая использовалась в Нижнеколымском улусе кочевниками и лениводами до 20-30-х годов XX века. Этап работы данной огнивицы аналогичны первому, за исключением того, что в передней лицевой стороне огнивицы я использую вышивку бисером за иголкой. Последним изделием, которое я вышила в 2020-м, является панно в технике вышивания Кабыктах-Теги. Панно является моей собственной работой, в котором помогал мой руководитель Саргалана Афанасьевна. Панно выполнено полностью из сукна вручную. Этап работы. Был изготовлен, придуман и нарисован эскиз будущего панно в натуральную величину. Техника изготовления аналогична предыдущим моим работам. Сначала изготовила и вырезала выкройки из плотной бумаги. Вырезала заготовки из сукна с доступом около 5 мм для сшивания. Шила заготовки для лицевыми сторонами, прикладывая между ними вставку кант из сукна. Шила заготовки, отрезала лишний выступающий кант. Шила вместе все полученные заготовки. Панно имеет с задней стороны подклад. Для определения популярности лоскутного шитья я провела мини-опрос среди людей разной возрастной категории методом анкетирования. По итогам анкетирования я сделала вывод. В настоящее время национальное лоскутное шитье является одним из популярных видов рукоделия, вызывающим интерес у многих. Моя работа имеет практическое значение. По данной технике можно изготовить разнообразные современные вещи, например, чехлы для различных гаджетов, сумки и другие аксессуары. Также обучение данной методике шитья учащихся содействует не только развитию творчества, но и развивать в человеке такие качества, как наблюдательность, внимание и воображение, развивать усидчивость и умение доводить дело до конца, учит воспринимать уникальность форм и цвета. Таким образом, считаю, что обучение лоскутному шитью и вышиванию бисером можно включить в программу обучения в различных образовательных учреждениях. Спасибо за внимание.